О реализации программы Болашакка Багдар Рухани Жаңғыру расскажу вам я, Анар Даулетова. Здравствуйте! В этой постоянной рубрике мы будем знакомить вас с воплощением в жизнь стратегии Рухани Жаңғыру, с тем, как сохранить национальный менталитет в эпоху модернизации. Правила правописания казахского языка на латинской графике обсуждали сегодня на республиканском семинаре. Мероприятие прошло в Североказахстанском государственном университете. Провели информационную встречу известные ученые-лингвисты страны. Сложности перехода казахского языка на латиницу и методы обучения рассмотрели сегодня на республиканском семинаре. К слову, разъяснить нововведения специалистам образовательных учреждений и госслужащим в регион приехали ведущие ученые и профессора страны. К примеру, Анар Фазылжанова рассказывает, что некоторые изменения претерпели орфографические правила казахского языка. Ранее иностранные слова в Казахстане писались исключительно русскими буквами. Теперь же графическое написание этих слов обретет национальный вид, поясняет филолог. Проект новых орфографических правил был разработан учеными Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова. А этот проект прошел через практику, через апробацию благодаря деятельности Центра Тылказна имени Шайсултана Шаяхметова, который находится в Астане. Сегодня приехали с целью разъяснить новшества, которые нас ждут в правописании на латинице. Оно любит традиционность, письмо любит сохранение принципов, традиционных принципов. Так и будет на латинице. То есть все исконные казахские слова будут писаться по тем правилам, по которым они писались на кириллице. Единственные новшества ожидают нас в правописании иноязычных слов. В этом году специалисты Института языкознания также планируют уделить внимание методическим разработкам. Изучить латиницу – дело времени, говорят они. Новая письменность будет постепенно внедряться в образовательный процесс. По словам лингвистов, сначала курсы по повышению квалификации пройдут переводчики и учителя. Сначала мы будем учить орфографическим правилам. В этом направлении есть некоторые особенности. Имеются особенности в этнических словах казахского языка. Новшества есть и в написании иностранных слов. Единственный путь изучить латиницу – постоянно упражняться, больше читать и писать, то есть привыкать. Только тогда все встанет на свои места. Специальные курсы для североказахстанцев в областном центре организуют в мае текущего года. Их пройдут порядка 100 человек. Новый алфавит, утвержденный Елбасы, состоит из 32 букв. Главная же задача специалистов языкознания – объяснить населению изменения в латинском письме. Поэтапный переход на новый алфавит в Казахстане планируется до 2025 года. Цель мероприятия – раскрыть все аспекты латинской графики, то есть разъяснить основные нововведения в орфографических правилах. На семинар приехали учителя-казаховеды, госслужащие и сотрудники образования. На сегодняшний день в стране идет поэтапный переход на новую письменность. Согласно плану, до 2019 года мы должны подготовить необходимые кадры. Всего в мероприятии участвовало порядка 200 сотрудников образовательных учреждений и госслужащих. Рухани Жаңғыру – это платформа, соединяющая горизонты прошлого, настоящего и будущего. Принимая вызовы нового времени, казахстанцы должны сохранить свою культуру, собственный национальный код. Граждане Казахстана должны стать проводниками открытости, прагматизма и конкурентоспособности. Будущее создается уже сейчас.